Отрывки из книги «Татар Рухы. Татарский дух». Очередной выпуск. Предыдущие выпуски смотри в плейлисте. Ссылка в описании. Выпуск 5. Убырлы карчык. В доме Моллы Миргазиза царил большой переполох. Здесь готовились к приему дорогих гостей. Вдова Альфира Абустай разделывала курицу, а ее келин, невестка, вторая жена Хазрата Хазар Бика, первая жена Фасахат Бану, неожиданно умерла около 7-8 лет назад, раскатывала тесто и тонкими полосками нарезала лапшу для токмач-аш. Но главным блюдом был плов. Причем плов не казанский, смахивающий больше на кашу, потому что готовился обычно на топленом масле и на основе отварного риса, а настоящий бухарский плов. Таких высоких гостей, как Хахун Измаил, дядя Миргазиза, и Ишан Ахмади, троюродный дед Хазар Бека, объездивших полмира, трудно было чем-то удивить. Бухарский же плов, настоящий бухарский плов, приготовленный не в печи, а на открытом огне в большом казане на редком кунжутном масле, доставляемом специально для таких случаев из Мавераннахра, мог украсить любой стол, даже самого турецкого патши. Поскольку ни Каянана, свекровь, ни Келин, невестка, готовить такой плов не умели, пригласили соседку Рушанью. Муж Рушани был родом из Самарканда, и она переняла от него искусство приготовления праздничных блюд на открытом очаге. В углу большой просторной кухни колдовала над керосинкой еще одна старуха – Убырлы карчык, знахарка и травница. К ней никогда не обращались по имени. Возможно, никто его и не знал. Даже самые старые жители Уразлы помнили, что за глаза ее всегда называли Убырлы карчык. Казалось, Убырлы карчык была вечной и жила тут со дня основания аула. Старушка, как чернобурая лиса, вела тихую и уединенную жизнь, почерневшей от дряхлости избушки за оврагом на окраине села, почти ничем не выдавая своего существования. У нее были странные отношения не только с односельчанами, но и со всем окружающим миром. Она была уверена, что вокруг обитают живые духи. Алпы. В доме юрт-иясы, хозяйка дома, в воде су-онасы, мать воды, в лесу агачкашесе, лесной человек. Старуха шагу не ступала, чтобы как-то не задобрить и не умаслить невидимых, но всемогущих алпов. Набрав из колодца воду, она благодарила Кое-Анасы, мать колодца. Выходя на дорогу, разговаривала с Джиль-Анасы, матерью ветра. Собирая на опушке леса лечебные травы, просила помочь Басу-Анасы, мать поля. Но к услугам Убырлы карчык прибегали лишь в особых случаях. Например, последний такой случай возник около месяца назад. Лето 1914 года выдалось жарким и засушливым. За весь август не выпало ни капли дождя. Крестьяне собрались возле священной реликвии села Акташа, Белого камня. Камень сей нельзя было сдвигать с места. У человека, который решится на такое святотатство, как говорили, могли отсохнуть руки. Старики верили, что Акташ – это каким-то чудом попавший Уразлы обломок святого камня Каабы, хотя Кааба, как известно, черного цвета. Мулла Хабир не стал ни в чем разубеждать доверчивых односельчан, он просто прочитал соответствующую дуа молитву и удалился. Но дождь не пролился.
То ли молитва не дошла, то ли белый камень, служивший своеобразным оберегом аула Уразлы, со временем стал терять свои чудодейственные свойства. Хотя известны и настоящие чудеса, связанные с Акташ. Уже в советское время на окраине Уразлы богатым природным камнем решили разработать карьер. Но только ковш бульдозера коснулся белого камня, как тут же заглох двигатель, а у трактора слетела гусеница. Каменный карьер позже все же открыли, но в 6 километрах от села. В тот раз, после прочтения молитвы имамом Хабиром, Акташ, однако, как уже было замечено, не помог. Жители соседних аулов делегировали своих представителей Кубурлы Карчык, чтобы она помогла им сварить джангыр быткасы, дождевую кашу. Крестьяне принесли с собой все необходимое – крупу, масло, молоко. После того, как джангыр быткасы под заклинание старушки, адресованное высшему богу Тангри, была съедена, все отправились пешком к речке Ошит и в одних рубахах бросились в воду. А на следующий день грянул гром, и на высохшие поля обрушился долгожданный ливень. То ли действительно джангыр быткасы помогла, то ли по расписанию небесной канцелярии уже пора было начаться сезону дождей. И без того немалый авторитет Убурлы Карчык, которая, обращаясь к высшему богу Тенгри, сумела повлиять даже на капризную погоду, взвыл до самого небесного престола. Все были безмерно рады, кроме служителей окрестных мечетей. Мало того, что старуха дикими языческими обрядами, как считали они, вносила смятение в умы правоверных, она еще и отбирала левый заработок у мул, поскольку те тоже пытались воздействовать на явление природы своими молитвами. А благодарные прихожане платили им за то добровольную мзду. Альфира Абыстай решила воспользоваться необыкновенными способностями Убурлы Карчык, попросив помочь в исцелении ее младшего сына, ее любимчика Миргазиза. Правда, Абыстай не подумала, что знахарка может заявиться прямо сегодня, когда она принимала таких важных гостей. Но прогнать старуху тоже не могла. Во-первых, как и все сельчане, побаивалась ее. Во-вторых, своенравная отшельница могла обидеться и впредь обходить их дом стороной. Убурлы Карчык исполняла сложный обряд изгнания страхов – куркулык кую. Сначала она растопила в маленьком железном кумгане кургашин – кусочек свинца. Затем расплавленную жидкость вылила в миску с холодной водой. Кургашин мгновенно застыл и принял причудливую форму, похожую на голову сказочного дива. Колдунья что-то пробормотала себе под нос, ее морщинистое, усыпанное мелкими бородавками лицо приняло выражение удовлетворения. Оставив кургашин остывать в воде, Убурлы Карчык принялась деревянной ложкой размешивать кипящий настой из можжевеловых ягод, готовящийся на другой керосинке. «Аби, Аби!» Переборов страх и уступая своему природному любопытству, окликнула знахарку Хазарбека. «А правду говорят, что ты войну предсказала? Как ты это делаешь?» «Кызым, да нет тут ничего сложного», — живо откликнулась старушка. «Ночью звезды стали падать,
На небе кровавый след показался, вот я и подумала быть в войне. Альфира, у меня все готово. Готовь серу. Уже другим резким, неприятно визгливым голосом обратилась уборлыхарчик к хозяйке дома. «Сейчас, сейчас!» – засуетилась Абыстай, прикрикивая на Кирин. «Иди уйми ребенка, бестолочь! Не слышишь, дуреха, он криком уже весь извелся! Я раббым! Не зря же говорят, добрая жена казна, плохая беда!» Еще и так говорят. Погоду портит ветер, человека слово, урезонила Альфиру убырлы-карчык, ступая за Хазарбеку. Хазарбека, обиженно поджав губы и поправляя на голове сбившийся колфак, молча удалилась на другую половину дома успокаивать расплакавшегося ребенка. А им был... Давайте представим еще одного персонажа нашей повести – Накиба, самого младшего братика 11-летнего Закия. Два старших сына Миргазиза, Заки и Карим, были от первой жены, рано умершей Фасахат Бану. Два младших, Наджиб и Накиб, от второй. Сунув тугой молочный сосок проголодавшемуся младенцу в слюнявый ротик, Хазарбека стала перебирать свои невеселые мысли. И, как всегда, по окончанию главки вставка. След татар. Только Тенгри всесилен и вечен, он, как теплое солнце над нами, или сияет холодной луною, проверяя в делах наши мысли и речи, он то гордое синее знамя, что реет над тюркской страною. Из ответа тюркского кагана Сулука послам арабского халифа, предлагавшим принять ислам, середина XIII века. Конец выпуска. Давамы бар. Продолжение следует.